Республики президента Рустам Гагаревич Минниханов, уважаемые гости и участники третьего форума молодежи Москва-Мост-Татарстан. Благодарю всех, кто нашел время для участия в нашей встрече. Радует, что форум стал событием, которое наша молодежь ждет целый год, активно участвует в подготовке. Достойное место в гражданском обществе нашей страны всегда занимали выходцы из нашей родной республики Татарстан, а также татары из других российских регионов. Это предмет нашей особой гордости. Сегодня я хотел бы вспомнить имена наших прославленных земляков старшего поколения. Это федеральный министр, заместительные министры Фарид Рашид Газизуллин, Николай Васильевич Лимаев, генерал армии Герой России Виктор Федорович Ерин, посол наш в Афганистане Фиграт Табеев, отец и сын генерала Демидовы, генерал армии Махмуд Гареев, братья Акчурины, Шамиль Тарпичев и многие-многие другие. Радует, что молодое поколение наших земляков также достойно представлено во всех сферах нашего общества. Всей стране хорошо известны имена министра Никифорова, начальника генерального штаба Герасимова, заместителя мэра Москвы Куснулина, режиссера Говорухина, актера Шакурова, Башарова, Хаматовой, наших артистов Рената Ибрагимова, Алсу, Альбины Шевимуратовой. Их знания и умения востребованы в нашем государстве. Они активно участвуют в создании современной истории России. Хочу сказать слова признательности и нашим спикерам. Встреча с каждым из вас – это памятное событие для наших участников. Молодежь интересно следит за вашими успехами, гордится вами, берет с вас пример. Каждый год мы стараемся приглашать на форум специалистов самых разных сфер. Спикеры, опираясь на личный опыт, советуют ребятам, как выбрать профессию, делятся секретами своего успеха. Спасибо каждому из вас, что сразу же откликнулись на наше приглашение. С особым нетерпением ребята ждут встречи с нашим главным гостем, уважаемым президентом республики Рустамом Гагаревичем Миннихановым. Уважаемый Рустам Гагаревич, огромное вам спасибо за то, что, несмотря на свой очень плотный рабочий график, вы третий год подряд находите время для участия с нашей молодежью. Ваш пример руководителя с сильным характером и волей, ваш богатый опыт и мудрые советы очень важны для нашей молодежи московской. Еще раз спасибо от всех нас. Сегодня еще раз мы нашли подтверждение тому, что все татары Москвы, вне зависимости от регионов, или это нижегородцы, или это ульяновские, или рязанские, крымские, у нас есть прекрасная возможность все вместе на таких мероприятиях объединяться вокруг правительства, вокруг президента, вокруг деятельности Республики Татарстан. Мы должны найти, во-первых, хорошие современные методы обучения языка. Ведь самая большая проблема, мы пока не очень эффективно этот момент решаем. Второе дело – правоприменение. Правоприменение вот от тебя, от меня зависит. Эгерда без үзіліс татарша сөйлештім языке, ол тілбірші керек. Третье, конечно, это государственный язык республики, и мы в делопроизводстве должны, конечно, это использовать. Какие еще есть возможности? Вот вы, молодежь, более прогрессивны, вы нам подсказываете, вот то, что тебя беспокоит, сильно борщитрана или не дальше. Ул куб кишерный борщи. Меня будто что тельне коядыр куллану саклау ул биговор мәселе. Шуңа күрә без әгәрдә күбрәк очрашу, бергә татарча аралашса, ниндидер, ана татарский, что такое татарский язык? Я могу спокойно с казахом, с узбеком, даже с турком, крымским татаром, киргизом найти общий язык без переводчика, даже если он русский не знает. Был такой случай, я был в Харбине, Рогозин возглавлял делегацию, и были губернаторы, значит, китайские, и мы были. Значит, ну, с английским молодежь Китая, они дружат, а взрослые не очень, начальники учат пока только. И надо как-то общаться, переводчика не было. Стензиальный уйгурский, вот уйгур губернатор, я его знал. Мы с ним спокойно, он на уйгурском, я на татарском. Общаемся, все на нас удивленно смотрят. Разве это плохо, если мы знаем вот этот язык, основа, да? Вы за 3 месяца выучите любой узбекский или казахский или турецкий язык. Никаких, если у тебя база татарский есть. Разве это плохо? Это хорошо. Поэтому мы должны эти вещи говорить, потому что ты в жизни не знаешь, мне это не пригодится. Может быть, вот тебе и это
пригодится в нужный момент. Если ты 3 слова на этом языке скажешь, у тебя будет другая судьба и другая ситуация. Сегодня президент, наш уважаемый Рустем Нургалиевич, задал вектор политики для молодежи, проживающей в Москве. И вот этот вектор политики, вот это вот сохранять свой уровень, понимать, что по этой молодежи судится о республике, о нации, о татарах. Этот вектор был на достижение в каждой своей отрасли, чтобы максимально достигал своим старанием, усердием. Вот этот вот вектор старания, целеустремленности, трудолюбия, заданный президентом, я думаю, что он нашел отражение в лицах, в мыслях присутствующих студентов, проживающих в Москве. Форумна әһәмияте чынлап зур, ул инде хәзер 3-нче ел рәттән уздырыла торган чара. Күп кешеләр монда килеп күренеп тора, 1000-нән артык татар яшьләре һәм Татарстаннан чыккан яшьләр. Димәк, кызыксыну бар, ни өчен дигәндә, беренчедән монда яшьләр таныша, тагын да очраша, актуаль проблемаларны күтәрәләр. Шулай ук бу чара безнең мәдәниятебезне, гореф-гадәтләребезне саклауга юнәлтелгән, шулай ук безнең күренекле шәхесләр белән танышуга юнәлтелгән. Шуңа күрә бу чараның эчтәлекләре күп һәм алар барысы да үзенчә мөһим. Очень важно вот такие мероприятия для консолидации нашего общества, для единения. Но надо отдать должное, что идеологическая составляющая, организационная, тематическая, содержание отдельно отличается Республика Татарстан. И, конечно, я могу выделить такой организации, как полномочное представительство Республики Татарстан. Я думаю, никто такие мероприятия на таком уровне не организовывает. Сегодня президентом Республики Татарстан была дана и вполне объективная, и хорошая оценка деятельности полномочного представительства. Была дана оценка Совета молодежи при полпредстве. Очень рады за них. Мы здесь присутствуем, штаб татар Москвы. У нас примерно 150-200 человек. Мы с ребятами разговаривали. Впечатление произвело выступление Никифорова уже не в первый год. Как-то вот по духу, по менталитету он нам более близок оказался. Я долго думал над тем, как же попробовать вывести формулу успеха Татарстана во всех тех огромных проектах, свершениях, которые сегодня справедливо связывают с именем нашей республики, нашего региона. И вы знаете, мне кажется, есть один простой ответ на этот вопрос. Одно правило, которым руководствуется и республика, руководство, лично Рустам Нургалиевич Минниханов. Мне кажется, эта формула в том, что ни в чем нет мелочей. И два последних дня меня в этом убедили, потому что я все время возвращался к конкретным примерам, в том числе связанным с Татарстаном, которые подтверждали именно это правило. 2 реальных случая из жизни. Так получилось, что они совпали с нашей сегодняшней встречей. Вчера я присутствовал на заседании оргкомитета одного крупного международного спортивного соревнования, которое пройдет в другом регионе Российской Федерации. Проводил его Виталий Леонидович Мутко, наш министр спорта, ныне вице-премьер правительства Российской Федерации, который курирует все это направление. Так вот, давая свои наставления собравшемуся оргкомитету, Виталий Леонидович как раз и воспроизвел вот этот самый тезис. Он говорил о том, что ни в чем не может быть мелочей. И все время приводил татарстанские примеры. Сначала вспоминал добрым словом Митиля Шарифовича Шаймиева, Рустама Нургалиевича Минниханова, как каждый раз, вот Мирт Тагирович рассказывал про то, как подъезжает самолет, пододвигают трап, происходит встреча делегации. Виталий Леонидович с огромным интересом рассказывал о том, как его каждый раз встречали наши очаровательные девушки с чак-чаком и встречали как дорогого гостя и приветствовали тепло на татарстанской земле. Казалось бы, мелочь, но это мелочь, которая запоминается навсегда и всем. Виталий Леонидович рассказал о том, что в 2022 году, Рустам Нургалиевич, поправьте меня, если я не прав, Татарстан завоевал право проведения чемпионата мира на короткой воде. Как такое может быть в условиях такого серьезного геополитического давления на всю нашу страну, всеми этими несправедливыми нападками по
историям, связанным с допингом, которые не основываются, кстати, ни на каких реальных доказательствах и подтверждениях. Как такое может быть? Но когда Казань, Татарстан подает заявку, весь мир голосует за, потому что они помнят и тот самый чак-чак в аэропорту, и все то гостеприимство, и все эти детали, которые связаны и продуманы, и отработаны на каждом шагу, когда это происходит в Казани, когда это происходит в нашей родной республике. 2 дня назад я докладывал Владимиру Владимировичу Путину в Сочи оперативный доклад по различным текущим вопросам, поручениям, и в том числе рассказывал о том, как развивается наш известный в Татарстане, в России, да и во всем мире проект «Иннополис». Владимир Владимирович внимательно изучил все детали. Он действительно следит за этим проектом, и я хочу подтвердить слова Рустама Нургалиевича, что Владимир Владимирович, думаю, что в ближайшее время посетит этот новый российский город, который открылся недалеко от Казани 2 года назад. Именно внимание к каждым деталям и мелочам. Невозможно реализовать большие масштабные проекты, просто руководя ими на верхнем уровне. Нужно быть внимательным к этим деталям, конкретным возникающим проблемам, конкретным людям. И именно такой стиль управления мы видим и в Татарстане, и на уровне федерального правительства Российской Федерации, и на уровне главы нашего государства. Әлбәттә, минемчә, һәр төрле күрешүләр, бигрәк тә мондай зур дәрәҗәдәге күрешүләр, аларның файдасы бар. Чөнки әгәр безнең җитәкчеләр халык белән, яшьләр белән аралашса һәм аларның фикерен ишетсә, ниндидер үзгәрешләр дә булырга мөмкин. Алар шул яшьләр белән эшли алганын да аңлый алар, бергә булганын да, һәм ниндидер яңа проектлар бәлки һәм татар дөньясы өчен, Татарстан өчен дә файдалы ниндидер яңа оешмалар, яңа ниндидер юнәлешләр ачылырга мөмкин. Нашего университета татарского, мы и эту тему заново еще подняли. Конечно, надо эту тему решить, и она как бы стоит на первом плане. Но если у вас будут какие-то видения, потому что не только чисто образовательная, еще она будет инновационная, было бы неплохо. Давайте ваше предложение. Вот Шейх Разеев, наверное, отошел. Ну, вот министр культуры, но ничего. Пока он министр культуры, может быть, министром образования будет. Понять, как мыслят люди, достигающие успеха, это подобные форумы как раз-таки способствуют этому. И на некоторые свои вопросы я получил ответы, посетив данный форум. Для меня огромная честь сегодня выступать перед вами, потому что вы наше будущее. И для меня Казань, я родилась в Ташкенте, но получила большое образование в Казани и в Москве, и на Западе. И имею чуть больше 10 лет международной карьеры и могу с вами поделиться тем, наверное, небольшим опытом. Поскольку я представитель творческой профессии, у меня никогда не было книг, я не могла открыть книгу и научиться, как же можно петь. Мне помогали мои профессора Зельдана Сунгатуллина, Галина Алексеевна Писаренко, знаменитая камерная оперная певица, народная артистка СССР. Потом я стажировалась 2 года в Америке. Я действительно приехала без знания языков, и сегодня на самом деле знание языков – это большое подспорье. Я доверяла своей интуиции. Это, наверное, пожалуй, единственный совет, который я могу пожелать. Сегодня у нас в зале сидят молодые начинающие певцы. Доверять своей интуиции. Я работала со многими великими дирижерами. Это и Фуад Шакирович Мансуров, и Валерий Абисалович Гергиев, Владимир Спиваков. Но я никогда не забуду слова великой артистки Ирины Константиновны Архиповой. Когда она мне вручала первое место на конкурсе книги в 2005 году, она сказала: деточка, ты будешь петь по всему миру, но никогда не забывай своих корней.
Я уже второй раз являюсь гостем форума и каждый раз с интересом посещаю это мероприятие, так как мероприятие проходит ярко, очень много нового можно узнать для себя о Татарстане. А также я никогда, кстати, не была в Татарстане, но как представитель татарского народа я всегда рада новым знакомствам, новым каким-то технологиям, новым программам, которые я узнаю на форуме. Профессия изначально должна быть актом любви и никак не браком по расчету. Потому что только занимаясь любимым делом, ты испытываешь то самое настоящее счастье, удовлетворение от того, что ты делаешь. Легко ли понять, что для тебя есть именно твое признание? Нет, наверное, совсем нелегко. Некоторые его ищут всю жизнь и так и не находят. Но это на самом деле их выбор. Видимо, они не захотели услышать свой внутренний голос, интуицию, как сказала уважаемая Альбина. А может, им так было проще и удобнее. В поисках себя мы сталкиваемся с первым камнем на своем пути. Это вера в себя. Мы сомневаемся, а вдруг я не смогу, а если не понравится никому, что я сделала, а если я все испорчу и так далее, и так далее. Эти вопросы терзают нас и съедают изнутри. Но ведь если вы не попробуете, то никогда так и не узнаете. А вообще, ваше ли это? Я был в прошлом году на мероприятии на этом же мост Москва-Татарстан. Уже значительная разница в организации мероприятий, в статусе. Уже в прошлом году был высокий статус участников. И в этом году, конечно, очень высокий статус, еще более высший. Вижу молодые глаза красивые, которым мы оставляем все, что у нас есть. Ведь вечность человеческой жизни заключается исключительно в том, что мы вам передаем все, что мы можем и все, что мы умеем. Каждый день и с очень большим энтузиазмом и с большим желанием. Yıldan sayın kişi kubeye и файдасы да күбрәк сизелә. Менә быел август аенда Якутиядә безнең татарларның рәисе инфаркт белән ятып, акчасыз гаиләсе калып, монда менә шул оешмада катнашкан кешеләр бик булыштылар акча белән. Безнең штат дигән оешма бар, бездә WhatsApp'та группа бар, менә шул группага язып куйган идем. И кеше кем 100 сум, кем 500 сум, кем күпме җибәрә алды, шул кадәр җибәрде. Файдасы бар бит инде. Менә шундый оештыруның. Без бер-беребезне монда беләбез башлыйбыз. Шуңа күрә бер-беребезгә ышана башлыйбыз. И шул ышануның файдасы бик күп сизелде. Менә кеше инфаркттан соң торды и хәзер уже реабилитация үтә. Во-первых, я не согласен с тем, что сегодня много раз прозвучало, о том, что место, где мы родились, называется Малая Родина. Мне кажется, с ощущением того, что это самое великое место во Вселенной, то место, где вы появились на свет, где вы узнали, что такое мама, папа, мир, земля и Вселенная, это место самое великое в жизни каждого человека. Я рад присутствовать на третьем форуме «Мост Москва-Татарстан». Для меня это большая честь присутствовать, принимать участие. Я всем сердцем болею за Республику Татарстан и в том числе и за Москву. Татарстанны ярата торган безнең дусларыбыз, сезне чын күңелдән менә 3нче форумда сәламлыйм. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык. Киләчәктә дә Ходай Тәгалә безгә очрашырга насыйп булсын, һәм бергә безнең уңышларга сөенергә насыйп булсын. Рәхмәт барыгызга да монда килгәнегез өчен. Уважаемые друзья, коллеги, уважаемые земляки, уважаемые друзья Татарстана, могу сказать, что наши успехи нашей республики, они слагаются из разных таких частей, может быть, частичек, и то, что где бы мы ни находились, значит, наш земляк, татарин или русский или другой национальности, у нас есть полное право обратиться и получить поддержку. Это реально так вот. А многие наши вопросы
решается, даже ты не знаешь, потом тебе докладывают, что, оказывается, есть такой человек, который там какие-то вопросы нам решает. Вот, ребята, которые дипломатический корпус. У нас очень много международных связей, контактов. Все вопросы, которые нам нужно. Я даже ни одному ни разу не звонил. Они всегда сами оказывают поддержку. Отдельно хотел бы сказать, конечно, о Москве. Вот, Сергей Семенович, он на самом деле очень сильный руководитель, у него очень мощная команда. Мы видим, как Москва преображается. Во всех наших вопросах он нас поддерживает. И, конечно же, одним из весомых членов команды Марат Чекирджанович, наш друг, товарищ, коллега. Он всегда вместе с нами. И мы радуемся успехам, потому что Марат Чекирджанович здесь, огромное количество наших представителей нашей республики тоже нашли здесь свое призвание. И у меня нет никаких ощущений, что кто-то от нас уехал. Вот здесь огромное количество молодежи, которые с Татарстана приехали учиться, приехали служить. Ведь самое главное, чтобы мы сохранили наши контакты. Где бы вы ни были, может быть, даже вы здесь больше для своей родины, как Мария Аливас сказал, сделаете больше пользы. Дело в том, что вот мы должны быть вместе. Мы должны друг друга поддерживать. А то, что вот такая форма наших встреч, общения, это я должен сказать, что не только для вас, для молодежи. Я вот слушал, сидел вот каждого выступающего, да, и для себя отмечал вот эти моменты. Вот каждый из нас, здесь неоднократно было сказано, что мы должны быть в постоянном поиске, постоянной учебе. Вот Николай Никифоров, да, он еще студентом был, когда, значит, один наш товарищ его ко мне привел. Вот то, что говорят, там, мохнатая рука, там, какие-то еще, значит, эти. Если человек талантлив, разве его федеральным министром бы взяли? Значит, Марат Чекирджанович, да, Сергей Семенович мне сам звонил, отдай готовь, мне нужен такой парень. Хотя Марат Чекирджанович там тоже нужен был. Да? Но ничего, мы не потеряли. Не взяли, у нас хорошие связи. И так далее, и так далее. Акшурин вот здесь, да? Уровень нашей медицины и то, что мы достигли, если этот человек рядом, сколько людей он к нам привез, сколько он своих профессиональных навыков передал. И да, вот каждый пытался, мы тоже гордимся, Алин Турда, Бетеней Тасиёвен, вообще. И так далее. Вот наш друг будет, он не татарин ничего, да? Но в Татарстане, в любом мероприятии, и вот я смотрю, куда бы мы ни обратились, всегда мы находим полную поддержку. Вот, наверное, мы все-таки умеем вот эти контакты, разные наши форумы, особенно наш Сабантуй. Он нас объединяет. Вот я сюда пришел, и столько людей повстречал, со столькими людьми пообщался. Я пришел, и вот зашли там 10 или 12 борцов, там все чемпионы, все. Я даже не знал, да. Вот это же наша гордость. Мы даже не знаем, иногда вот молодой человек выступал, вот этот сайт очень нужен, его надо продвигать, чтобы мы, не только татары, а вот те, которые с Татарстаном, те, которые поддерживают нашу республику, которые хотят держать контакты, а там должны быть все. Вот там, значит, Николай косит газон у Марата. Хорошая идея, а почему нет? Он, может быть, не специально, но так хорошо получилось, что они рядом живут. И... Вот такие моменты, они очень важны. Но вот сегодня мы пришли и снимают фильм про известного великого разведчика, да? Вот его биография. Остался без отца, рос с дедом, значит, дед умер, значит, был на побегушках. И вот этот парень поднялся до такого уровня. Значит, это о чем говорит? Если ты поставил себе цель, чем мы сильны? Своим трудолюбием, упорством.
Если мы цель поставили, мы ее всегда должны достичь. И это вот у нас есть. Поэтому я еще раз хочу поприветствовать. Отдельно хотел сказать нашему Равилю спасибо, потому что это вот человек, который... Не секрет, что он иногда берет свой список, я еду уже там, или приехал, он начинает мне раз, два, три. Но на самом деле, ведь его никто не заставил. Его должностных обязанностей этого нет, у него и другой работы полно. Вот у него душа такая. Он мобилизует, собирает, формирует. Вот такие люди нужны. И здесь вот многие из вас вот отдаете силы и финансовые ресурсы, и все для того, чтобы сделать пользу там республике, своей нации, своим друзьям. Поэтому вот эти качества, вот эти люди, это самые драгоценные. И наша молодежь, вот вы должны видеть, как дружно мы работаем. Если мы будем вместе, мы будем очень сильны. Если вы розданы, каждый будет сидеть в своем кабинете, в своем офисе, вы ничего не сделаете. Только мощная команда, сильная команда способна решать большие задачи. Татарстан вместе с вами. Всем вам успехов. Уважаемые!